прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова, и вначале коротко об основных темах выпуска. Когда республиканская копейка федеральный рубль бережет. Расходы больше планируются по сравнению с 2017 годом. На что денег точно хватит, а на чем придется сэкономить? Альбина Аслагараева. Когда ремонт уже не в радость. Раз качества работы нету. Я похвалить не могу. Если это плохо, я скажу, что это плохо. О качестве капитального ремонта Альбина Минибаева. Это как посмотреть. Подумали, что просто какое-то недомогание, ОРВИ, возможно. Почему вирус Коксаки не всегда выявляется сразу, выяснял Рамиль Шайдуллин. Дорога длиной в год. Сейчас, да, удобно более-менее. А так было плохо. Как в Тукаевском районе, дачники через прокуратуру добились открытия пути к своим огородам. Увидел Салават Ахмадуллин. Придется затянуть пояса, но это никак не отразится на социальных обязательствах. В Доме правительства сегодня представили социально-экономические прогнозы развития Татарстана и проект будущего бюджета. Районы в него вошли без дефицита. Какова предварительная сумма финансового документа и на что планирует потратить Альбина Аслагараева? Если мы возьмем больницы, то школы, то они тоже открываются, развитие есть. Дома строятся, спортивный комплекс строится. Все нормально. Рост какой-то чувствуется? Да. Стипендия растет потихонечку, и нас все устраивает, мы очень довольны. О развитии сегодня говорят не только татарстанцы, но и финансовые аналитики. Экономика страны от стабилизации перешла к росту. В республике его обеспечивают промышленность и торговля. Прогнозы положительные от нефтепереработки, IT-сферы, сельского хозяйства ждут еще большей прибыли, но есть и неутешительные показатели. По итогам полугодия текущего года четверть предприятий убыточны, это надо признать. Необходимо продолжить работу по анализу внедрения упреждающих мер в целях улучшения финансово-хозяйственной деятельности и финансовой устойчивости наших предприятий. Уровень безработицы снижается, проиндексированные зарплаты и стипендии, социальные обязательства перед населением будут выполнены. Это несмотря на то, что консолидированный бюджет на будущий год запланирован с дефицитом. Есть резервы работы доходной части. Это, вы знаете, во-первых, стабильность работы предприятий. Во-вторых, мы говорим о определенных макроэкономических показателях. Взята цена на нефть, курс доллара. Это работа наших предприятий. В этом году большой акцент был сделан на ремонт дорог и капитальный ремонт домов и соцобъектов. Какую сумму направить на это в будущем году, пока определяется, отметил президент республики. 17 миллиардов рублей заложены на выполнение майских указов Владимира Путина. Более 40%, а это 113 миллиардов рублей на зарплату. Хотя экономика растет, у нас реально наши доходы уходят на федеральный уровень, часть доходов. Налог на прибыль, акцизы, на водку другая форма, и мы, конечно же, там все равно хотя бы будем иметь компенсацию потеряем. Есть другие акцизы, которые мы можем тоже потерять. Неналоговые доходы. Где-то мы оцениваем по следующему году 12-13 миллиардов. В целом на будущий год запланированная сумма бюджета 224 миллиарда рублей. Это без учета федеральной поддержки. Тогда, возможно, доходы приблизятся к расходам и удастся снизить дефицит. Напомню, что это лишь проект бюджета. Сам финансовый документ еще должен пройти многоэтапное рассмотрение. Сначала в Кабинете министров, а потом на заседании Госсовета Республики. Альбина Аслагараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Читает книгу Василия Шукшина и свою вину не признает. Депутат Казанской гордумы Надыр Хайруллин продолжает находиться в СИЗО. Сегодня в Советском районном суде рассматривали ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Напомним, задержали Надыра Хайруллина в апреле. Он подозревается в посредничестве в передаче взятки. Почему в зале суда депутат читал стихи? Нияз Рахман. Поселок Вознесения, улица Менделеевская. Именно здесь братья Кабировы в 2009 году и построили свои таунхаусы. 3 дома 18, 20 и 22 фигурируют в уголовном деле. Это позже, уже без помощи Надыра Хайруллина, они были признаны законными постройками. По версии следствия, в 2014 году владельцы домов Артур и Альберт Кабировы вышли на депутата. Теперь решает уже не депутат, а суд его судьбу. Надыр Хайруллин был задержан в апреле по подозрению во взятничестве. Меры пресечения не раз продлевались. Сегодня адвокаты заявили, что есть медицинское показание и попросили удалить прессу на время. Прошу удалить прессу из зала, поскольку мы будем просить суд
приобщить к материалам дела справки о состоянии здоровья. В латах пробитых, но в наших руках не мечи. Сам обвиняемый читал стихи о России прямо в зале суда и отвечал на вопросы журналистов. Здоровье плохо, ребята. Так все остальное, весь этот натиск можно выдержать. Ну, здоровье. Да я боюсь, как бы не подкачало здоровье. А так все остальное. Ну, я человек военный бывший, служил в погранвойсках. Однако, по мнению обвинения, расследование еще продолжается. И если отпустить на свободу, депутат может оказать воздействие на следствие. В настоящее время основания для отмены и изменения меры пресечения в виде содержания под стражу в отношении Хайруллина на более мягкую не имеется. Учитывая, что Хайруллин обвиняет в совершении особо тяжкого преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Выслушав все стороны, суд постановил оставить Хайруллина под стражей до 10 октября. Нияз Рахман, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Ремонт на грани трещин. В этом году жилищная инспекция насчитала более 200 замечаний после капремонта. 22 материала уже передали в прокуратуру. Подрядчиков не забывают предупреждать. Каждая жалоба – это минус для их репутации. Альбина Минибаева узнала, за что могут лишить бюджетных денег. Свежий ремонт сделали только сегодня. В 17-м доме на проспекте Победы ремонт каждый год. Свежая краска легла только сегодня. До этого стена оставалась голой больше полугода. Но оплошности подрядчиков на этом не заканчиваются. А где там кнопочки-то? Ты понимаешь, что они как бы включают? Епочек нету? Это они сэкономили, что ли? Залатали и покрасили только после обращения Игоря Николаева в народный контроль. В итоге салят на август, и как август прошел. Некачественный ремонт был сделан и в других подъездах дома. Вот видны трещины на стенах, а в некоторых местах не просто штукатурка пошла по швам, но и отслаивается. Ну, дурацко сделан ремонт. 4 папки переписок с управляющей компанией. Последнее письмо с просьбой сделать ремонт в 7-м подъезде. От коммунальщиков один ответ. Было 4 июля, было 17 августа, пообещали с 1 августа. Вот уже время прошло, я уже не знаю, что думать. Подождать в управляющей компании предлагают до конца года, а вот отшпаклевать недочеты обещают до конца сентября. За трещины на стенах заплатят подрядчики. Подрядчик к этим работам допущен больше не будет, но в рамках гарантийных обязательств они эти работы выполнят. В Челнах из-за некачественного ремонта кровли загорелась квартира. В этом году жилинспекции отмечено больше 200 недочетов в ходе капремонта. 22 материала направлены в прокуратуру. И за все оплошности подрядчики поплатятся репутацией. И если подрядчик набирает там определенное количество баллов и попадает в разряд недобросовестных, то с таким подрядчиком уже на будущий год, естественно, никакие контракты не заключаются. Большая часть нарушений капитального ремонта уже устранены, остается под контролем жилинспекции лишь самые сложные случаи. Альбина Минибаева, Марат Садгараев, ТНВ, Казань. Дорожные войны в Тукаевском районе закончились. Жители садового товарищества «Тополя» целый год добивались асфальта. Дорога к новой дороге прошла для них через скандалы и прокуратуру. Напомним, мы уже освещали эту тему в наших выпусках в октябре прошлого года. Тогда Камский бекон поставил шлагбаум на пути к дачам. Как чиновники, бизнесмены и садоводы делили асфальт, увидел Салават Мухаммадуллин. Самодельные электрокары и машины обкатывают новый асфальт на въезде в садовое товарищество «Тополя». Добивались ее местные жители всем миром и почти год. Перекрывали дорогу и писали письма. Новый путь к дачам открыли только на днях. Да и то без помарок не обошлось. По этому плану еще обсыпка должна быть на метр с боков. Обсыпки этой не сделали они. Ну, тоже сказали, что деньги закончились. Сейчас сухо, если грязь, дождик, идешь по грязи, короче. Но это проблема внутри товарищества. Еще год назад на его территорию было и вовсе не попасть. Основную дорогу тогда перекрыл Камский бекон. Земля была в его собственности. А потому мясокомбинат решал, кто по ней проедет. В дело вмешалась прокуратура. Администрация предлагала трехстороннее соглашение. Однако к консенсусу не пришли. Решение проблемы нашли на стороне. В связи с закрытием Камским беконом дороги, которая ведет у нас к садоводческому обществу, было принято решение участвовать в государственной программе, которая у нас утверждена президентом, по развитию садоводческого движения в Республике Татарстан. Благодаря инициативе дачников район получил больше 150 миллионов рублей. Но вопрос, как получилось, что дорога, ведущая к огородам, оказалась во владении компании, так и остался открытым. Представители Камского бекона от комментариев отказались. Несмотря на все трудности, которые у нас были с дорогой, со всеми, и как будто и скандалы были, мы хотим сказать всем спасибо.
Историю конфликта между местными властями, мясокомбинатом и дачниками можно считать законченной. Салават Мухаммадуллин и Шат Аюпов, ТНВ, Тукаевский район. С отдыха или по воздуху татарстанцы сами ставят себе диагноз. Вирус Коксаки не дает всем спокойно спать. Нижнекамцы сетуют, что поставили ОРВИ, но ведь и у заморского вируса симптомы те же. Только с весны инфекции, похожей на Коксаки, переболели больше 100 татарстанцев. Почему же заразный вирус всех заразил паникой? Рамиль Шайтуллин. Сыпь появилась после 2 дней недомогания, после легкой температуры на руках и ногах. В середине лета Алсу и сыну было вовсе не до отдыха. Ребенок подцепил Коксаки, говорит мама. Для этого даже не пришлось выезжать на курорт. Сыпь на теле малыш принес из детского сада. Пораженные стопы и ладони довели до больницы. Я уже предположила, что это вирус Коксаки именно, и сказали, тогда просто энтеровирусная инфекция. Соцсети гремят, вместо Коксаки врачи видят что-то другое. В челнинских и казанских группах похожие истории. Уже вылечились, но тот ли был диагноз? Вот тут вопросы. Поздно, переболели уже, хотя врач сидит и в лицо говорит. Это оно и есть, а пишет в итоге ОРВИ. Вызывала врача, она сказала, что похоже на вирус из Турции. Выписала антибиотики, но я сомневаюсь, так как такой диагноз ставят при полном обследовании. Коксаки можно не распознать сразу, потому что это такой же энтеровирус, как и ОРВИ, утверждают врачи. Но если последняя болезнь привычная для наших широт, то первая курортная напасть в прежние годы почти не диагностировалась. Есть Коксаки А, Коксаки Б, есть эховирусы, есть нетипированные энтеровирусы 68-го, 71-го типа. Однако заболевание требует лабораторного подтверждения. Как это на деле, рассказывает Роспотребнадзор. Если на стопах и ладонях вышла сыпь, человек сдает анализы. Их исследуют в лабораториях. Пока нет результатов, говорить стоит об энтеровирусах. За 7 месяцев текущего года всего зарегистрировано по Республике Татарстан 119 случаев заболеваний энтеровирусными инфекциями. Так сыпь и температура не подтверждает, а только предполагает вирус. Вердикт за специальные лаборатории. Ближайшая в Нижнем Новгороде. Анализы из Татарстана на обследовании. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее в выпуске. Серьезная дата, секретные результаты. Наделаем в будущем, надеюсь, ошибок, о которых будущие поколения забудут. Как свой 100-летний юбилей отметил казанский завод «Электроприбор», увидел Дмитрий Аринин. Премьеры, открытие, рождение новых имен и почитание признанных звезд. Это мой город. С фестиваля мусульманского кино Эльмира Шаймарданова. Серьезная дата – большой юбилей. Сегодня свое столетие отпраздновал казанский завод «Электроприбор». За век это предприятие не только стало свидетелем эпохальных исторических событий, но и само приложило к ним руку. Зародившись в здании бывшей московской бани, завод прошел эвакуацию в Казань, а затем одну за одной брал высоты авиационного приборостроения. Как поздравляли, плакали и шутили на юбилей, увидел Дмитрий Аринин. Вы столько лет не виделись. Так сегодня встретились несколько поколений заводчан. Те, кто в разные годы своими трудами вымостил единый жизненный путь электроприбора длиною в 100 лет. Наши ветераны любимые пришли нас сегодня навестить. Мы очень гордимся своим заводом. Душа радуется за этот завод. Я 40 лет проработала здесь. Это до неузнаваемости изменился он. По сравнению с ветеранами, конечно, немного отработал. Я работаю 6-й год. Гордость. Немного в нашей стране осталось предприятий, разменявших 100-летний юбилей. До каких современных производств и продукций дорос завод, сегодня показали Рустаму Миниханову. Президент обошел несколько цехов. Сейчас электроприбор выпускает различные датчики, автопилот, системы сигнализации и электродвигатели. Так умную начинку получают новейшие самолеты страны. Конечно, за 100 лет завода накопилось немало интересных историй и свершений. Но это, пожалуй, один из немногих случаев, когда обо всех достижениях юбиляра лучше не знать. Многое, что здесь делается, секретно. Из того, что с гордостью не скрывается, можно отметить, что завод первым в стране освоил автопилот для стратегического бомбардировщика Ту-4. И опять же, первая в мире автоматическая стыковка космических кораблей состоялась благодаря заводской гиростабилизированной платформе антенны. Со всеми трудовыми свершениями и юбилеем заводчан поздравил Рустам Миниханов, и он же вручил госнаграды лучшим работникам. Мы видим ту продукцию, которая имеет качество мирового уровня. Я хочу вас поздравить, большое спасибо. Прекрасный коллектив, вот так держать. Сами приборостроители о своих вехах века и о том, что их ждет впереди, предпочитают шутить. Я хочу сказать, что все, что сделано предыдущими поколениями,
все сделано правильно. А мы еще наделаем в будущих, надеюсь, ошибок, о которых будущие поколения забудут. С таким оптимизмом и опорой на модернизацию завод и вступает в свое второе столетие. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На белорусской земле, но в центре Москвы сегодня президент Татарстана приехал в гости в посольство Беларуси в России. О новых направлениях сотрудничества двух республик в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалеевой. Отношения Татарстана и Беларуси, говоря дипломатическим языком, можно назвать очень хорошими и динамично развивающимися. Каждому татарстанцу знаком вкус белорусских овощей и молочной продукции, качество одежды и мебели, производимой нашими соседями. Сейчас товарооборот между республиками 760 миллионов долларов. Дать сотрудничеству дополнительный импульс. Такое желание сегодня высказал Рустам Минниханов, находясь в гостях в посольстве Беларуси в Москве. Общение с послом Игорем Петришенко началось с осмотра здания посольства. Этот исторический особняк расположен в самом центре столицы, на улице Моросейка. Это мусульмане, Ильевский район, Родинского округа, 90 татары. Теплые, или как их еще назвал посол Беларуси, образцово-показательные отношения двух республик решили скрепить еще одним глобальным проектом. Мы серьезный промышленный кластер намечаем создать в Елабуге, в свободной экономической зоне. И правительство Татарстана, и президент Татарстана в этом поддерживают. И я думаю, очень много хороших перспективных наработок. Стратегическое партнерство, в том числе по линии взаимодействия с КАМАЗом, нефтехимиками, также решили активизировать. Есть, как уже сказал господин посол, планы расширения. Ну и в части наших взаимных поставок, особенно нефтехимической продукции, поставок углеводородного сырья. Здесь тоже много интересных совместных проектов. Плотному взаимодействию, в том числе по туристической линии, будет способствовать запуск прямого авиасообщения между столицами республик. Это задача на ближайшее будущее. Дина Газалеева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. 50 лет успеха. Эти дни для промышленности страны проходят под знаком празднования 50-летия Нижнекамск-нефтехима. Этап становления и широкое признание в следующем репортаже. Рекордные объемы каучука 670 тысяч тонн и пластика 725 тысяч тонн в год. Разработка 5 научных центров и производство 9 заводов на стенде. Крупнейший нефтехимический комплекс в Европе, лидер и флагман нашей продукции. То, что они делают по каучукам, это 90% идет на экспорт. Развитие – это главный курс предприятия. 70-е годы создания производства каучуков, 2000-е – запуск установки полистирола. В Нижнекамск-нефтехиме начался выпуск пластиков. Дипломом Гран-при. Как результат целенаправленной работы, еще одна награда в копилке. За улучшение качества бутил каучука Гран-при конкурса «Лучший экспонат», «Лучший проект» или «Лучшее техническое решение». По каждому предприятию мы ведем планомерную работу. По каждому заводу, по каждой технологии. Это и развитие каучуков, это и строительство, и запуск в прошлом году установки альфа-олефинов. 50-я отметка – это новый старт. Юбилейный год, несомненно, войдет в историю еще и как начало реализации амбициозного проекта – этиленового комплекса мощностью 1 200 000 тонн. Завтра Нижнекамск празднует свой день рождения и 50-летие Нижнекамск-нефтехима. С 10 утра по проспекту Мира пройдет парад-карнавал. В парке нефтехимиков выступят местные артисты. А в парке Тукая с 11 часов начнется детская анимация. В полдень официальное открытие площади Лимаева. Кульминация празднования начнется на Майдане в 17:00. А в 6 часов вечера на сцену выйдут Би-2, Глюкоза, Елена Темникова. В 21:00 небо озарит праздничный салют. Сотрудничество Уральской горно-металлургической компании и предприятия Татарстана выйдет на новый уровень. Гарантия этого – соглашение между руководством республики и руководством УГМК. О новых горизонтах Александра Севастьянова. Оборот между республикой и группой предприятий составляет около 1,5 миллиарда рублей в год. Благодаря новому соглашению цифры будут расти. На нефтегазохимическом форуме представлены предприятия УГМК, которые уже активно сотрудничают с Татарстаном. Уралэлектромедь, холдинг, кабельный альянс. Изделия из меди, конструкционную сталь поставляют на машиностроительные предприятия республики. А еще радиаторные блоки. Например, на Челнинский КАМАЗ. Их ежемесячно поступает до 2000 штук. Уральская горно-металлургическая компания – это вертикально интегрированный холдинг, который включает в себя более 50 предприятий. Часть из них расположена в 15 регионах Российской Федерации.
а также в Казахстане, Великобритании, Франции, Сербии, Чехии. Предприятия УГМК, по сути, образуют единую технологическую цепочку от добычи меди и ее обогащения до переработки. Одно из крупнейших перерабатывающих предприятий – холдинг «Кабельный альянс», который объединяет 3 завода и научный институт. Мы изготавливаем полную линейку кабельной продукции. В том числе кабели по программе импортозамещения. Условие у нас такое, что мы используем только первичную медь. Мы не используем вторичную медь. Да, то есть качество меди, которая в данных кабелях применена, она соответствует самым высоким стандартам. Ежегодно на предприятиях УГМК производят 350 тысяч тонн меди, 250 тысяч тонн цинка, более 10 тонн золота и 250 тонн серебра. Александра Севастьянова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Есть ли будущее у татарстанского кино? Сегодня это выясняли участники и зрители фестиваля мусульманского кино. Идет 3-й день, и у многих уже сложилось определенное мнение. Почему звезда российского кино Светлана Светличная хочет остаться в Казани? Об этом и другом в репортаже Эльмиры Шаймардановой. Султан Сунгатуллин и Рустам Рашитов объединили свои усилия. В результате на свет появился фильм «Айсалу». На презентации сегодня нет свободных мест. Сидят и на полу. Впечатления незабываемые. Я 28 лет киномехаником работал. По деревням, я с Елабужского района сам. Такое кино первый раз вижу. Красиво сделано, очень молодцы. «Айсалу» – это 2-я работа молодого режиссера Рустама Рашитова. Фильм в конкурсной программе. Так же, как и в прошлом году, его киноработа «Неотосланные письма». Снимали мы это в 2016 еще году. Съемки проходили в середине декабря. Было такое довольно непростое холодное время. Снимали с определенными трудностями, но я думаю, как раз-таки они нас закалили. Документальное кино, как правило, имеет меньший зрительский интерес, только не в Казани. Когда приходишь здесь, на документальных фильмах, в том числе на нашем, на фильме «Правила Кубертена», ты видишь полные залы, это действительно трогает, и ты видишь, что зритель действительно включается в кинофестиваль, это очень важно. Я радовалась видеть. 13 лет фестивалю, 13 лет казанцы общаются с любимыми звездами театра и кино. Светлана Светличная, которую миллионы знают по роли в «Бриллиантовой руке», в Казани уже 2-й раз. На этот раз просто искупалась в зрительской любви. Это мой город, в котором я бы даже с удовольствием жила. На сегодня жюри отсмотрело 27 конкурсных фильмов. Им осталось оценить еще 33 киноработы. Кинематограф в любой точке мира немыслим без проката. Чтобы татарстанские ленты вышли на широкий экран, нужно как минимум выйти на уровень лучших российских картин и как максимум на уровень голливудских. Эльмира Шаймарданова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Далее в выпуске «Спорт» с Алмазом Гафиатовым и прогноз погоды, а мы с вами увидимся в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Дилер номер 1 в Казани, автоцентр «Марка» представляет. Гарантия лучшей цены. Скидка до 200 тысяч рублей. Берите Nissan без дилерской наценки. Звоните 4 5 3 единицы. Количество инфицированных вирусом ВИЧ растет с каждым днем. Не пополняйте эту статистику. Пройдите тест на ВИЧ. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Пройдите тест на ВИЧ и знайте свой статус. За выгодными ценами в Вессон. Яйцо отборное 1 штука всего 3 рубля 40 копеек. Подсолнечное масло олейна 1 литр за 74 рубля 90 копеек. Акция действует с 5 по 11 сентября в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. Эссон. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм.
Добрый вечер, новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. 700-й матч Билли Лединова не получился победным. Хоккеисты Акбарса на выезде уступили автомобилисту из Екатеринбурга. Хотя начиналась выездная серия для казанцев удачно, уже на старте поединка Ержи Секачу удалось открыть счет. Чешский форвард не оставил шанса вратарю-соотечественнику Якубу Коваржу. Дальше Владимир Ткачев всем видом показал, что будет бросать по воротам Коваржа, а сам сделал изумительный пас на открытого Антона Глинкина. Акбарс повел 2-0. Во втором периоде преимущество перешло к хозяевам встречи. Автомобилист усилиями Торчинчука и Трямкина счет сравнивают. А в третьем периоде победную точку поставил Крикунов. 3-2 первое выездное поражение Акбарса. Сегодня команда отправилась в Ханты-Мансийск, где завтра проведет матч против местной Югры. Начало игры в 17:00. Прямая трансляция на нашем телеканале. Команда проиграла. Считаю, что не хватает немножко реализации в последних двух матчах. Ничего страшного, сезон длинный. Я думаю, все будет хорошо. Продолжаем тему. Канадский хоккеист минского «Динамо» Роб Клинкхаммер перешел в казанский Акбарс. В составе новой команды он будет выступать под 49-м номером. А нижнекамцы завоевали медали на первенстве мира по армспорту в Будапеште. Чемпионом весовой категории до 60 килограммов стал Ильгиз Нафиков. А Софья Волкова взяла серебро в весе свыше 70 килограммов. Еще два представителя нашей республики остались без медали, однако были близки к пьедесталу. У Раили Тучиной 4-е место, у Владислава Пергушова 7-е. Нижнекамских чемпионов тренируют Алексей Урезов и Равиль Харисов. После этого турнира спортсмены начнут подготовку к взрослому чемпионату мира. Тем временем в Казани прошли бои второго этапа четвертьфинала чемпионата мира боев по правилам ТНА. Интрига, кто из бойцов войдет в последнюю шестерку полуфиналистов, закрутилась фактически с первого боя и продолжалась до последнего поединка вечера. По итогам заключительного этапа 1/4 финала в полуфинал вышли Антон Калинин, Владимир Дегтярев, Александр Гринчук, Дмитрий Меньшиков из России, а также Роман Маилов, боец из Украины. Завершило этот боевой вечер противостояние тяжеловесов. Неоднократный победитель чемпионата Краснодарского края по муай-тай Павел Заболоцкий встретился на ринге с чемпионом Голландии Серканом Азглаяном. На победу нокаутом в этом бою турецкому спортсмену понадобилось 1,5 минуты. Правый джеб Азглаяна уложил на ринг Заболоцкого, и спустя еще 10 секунд Серкан уже праздновал победу и свой выход в полуфинал. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Очередной атмосферный фронт принесет в республику осадки и понижение температур. Подробнее после интересной информации. С 1 сентября 2017 года санаторий Ассы Республика Башкортостан объявляет акцию «Заслуженный отдых». Скидки пенсионерам 5% при наличии пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 8 906 100 30 50. С 1 сентября санаторий Ассы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево пасмурно, пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в ночное время плюс 12, днем воздух прогреется до 17 градусов. Пасмурная и дождливая погода и на северо-востоке республики. Ночью плюс 12, днем 16 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также пройдут дожди. Ночью плюс 11, днем 17 градусов тепла. На северо-западе, Варске, Кукмаре-Бакаси будет пасмурно, дожди. Во второй половине дня местами ливни. Ночью плюс 13, днем около 15 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном также облачно и дождливо. Ночью плюс 12, днем около 18 тепла. Для жителей центральных районов 8 сентября будет пасмурным, пройдут дожди. Ночью плюс 13, дневные температуры плюс 17. В последующие дни температуры станут еще ниже, без осадков не обойдется. И еще одна полезная информация. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166.
Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, пройдут дожди. Температура воздуха в ночное время плюс 13, плюс 15. Днем воздух прогреется до 17 градусов. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.